Таджикистан продолжают предупреждать об угрозах. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как командующий ЦВО заявил о нарастании террористических угроз из Афганистана. Поэтому, ну и, наконец, еще одни источники наши сообщают о том, что вот люди Аль-Каиды активно замечены, и их боевики именно из числа граждан иностранных государств, то есть уже не афганцы, не пуштуны, замечены в северных провинциях Афганистана, в том числе в непосредственной близости от границы с Таджикистаном. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних событий. Из Афганистана мы видим, что сегодня появляются признаки новой активности Аль-Каиды в Афганистане, в регионе Афпак, то есть афгано-пакистанском регионе. Центральный военный округ ЦВО повышает боеготовность войск и оснащает их новыми образцами оружия на фоне нарастания террористических угроз из Афганистана, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Анализ военно-политической обстановки на центральноазиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана. Исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боеготовности войск, перевооружении на новые и модернизированные образцы военной техники, а также на апробации новых способов и форм ведения боевых действий, сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Медиа АЭС Центр 2021». В этом смысле можно говорить о том, что Аль-Каида, она не просто поддерживает свои связи с Талибаном, она в первую очередь поддерживает эти контакты с сетью Хакани. Вот сеть Хакани не просто одна из важных или главная фракция внутри Талибана, это еще такой своеобразный талибский джихадистский колл-центр в регионе, такой хаб террористический, который поддерживает отношения, на самом деле, с самыми разными джихадистскими брендами, которые даже иногда могут между собой конкурировать. Например. Произошла резкая мгновенная деградация обстановки в Афганистане. Мы внепланово провели в Таджикистане более 20 учений, как оперативного, так и тактического звена. Наиболее важные – это те, которые прошли у нас на полигонах Харб, Майдон, Мамирак, Самбули и Ляур. Венцом этой подготовки в Таджикистане явились международные учения взаимодействия 2021. Мы этим учением не завершаем учебный год. Нам предстоят еще учения под Казанью «Нерушимое братство», добавил Лапин. А как вы относитесь к тому, что во всем мире теперь из-за угрозы Афганистана многие армии находятся в боеготовности? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Командующий ЦВО уточнил, что всего военный округ провел в этом году более 200 учений разного формата и масштаба, в том числе 9 учений с воинским контингентом стран ОДКБ и ШОС, в рамках которых были отработаны нешаблонные варианты применения соединений воинских частей и подразделений в бою. Мы продемонстрировали на международных учениях высочайшую готовность и способность нейтрализовать любые террористические угрозы, заявил Лапин. Кроме того, войска округа в текущем году получили более 1000 новых и модернизированных единиц военной техники, в том числе самолеты Су-34 и МиГ-31БМ, радиолокационные станции Каста и Небо-У, зенитные ракетные комплексы С-300ПМ-2, боевые машины пехоты БМП-2М, а также боевые машины поддержки танков Терминатор и модернизированные танки Т-72БЗМ и противотанковые комплексы Штурм-С. Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане входит в состав Центрального военного округа в Таджикистане, усиливают новым оружием на фоне прихода к власти в Афганистане движения Талибан. Кроме того, этим летом и осенью Россия провела вблизи афганской границы на полигонах в Таджикистане несколько учений, в том числе международных. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих. Также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы. На учениях, в частности, была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию одного из государств ОДКБ боевиком международных террористических организаций. В ноябре в Таджикистане запланирована тактика специальное учение «Кобальт-2021» с подразделениями специального назначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пересечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. А как вы относитесь к 201-й военной базе на границе Таджикистана и к тому, что в случае нападения Талибана на Таджикистан они будут одной из первых линий обороны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!